Россию в королевстве Саудовской Аравии представляли религиозные деятели из Москвы, Татарстана, Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии и нашей республики. Всего 50 человек. Приглашение, как и вся поездка, признается муфтий мусульман Коми, стало неожиданным и приятным сюрпризом. Это, как объясняется, не религиозный туризм, а исполнение духовного долга, служение Всевышнему. Там одна молитва приравнивается 1000 молитв в любой другой мечети. Поэтому мы использовали каждую минуту, каждую молитву, чтобы не пропустить, прочитать там молитву. Мы молились о мире, согласии между людьми разных национальностей и вероисповеданий. По программе короля приглашенные совершили умру, так называется малое паломничество по святыням. Самый главный религиозный долг хадж муфтий Коми уже выполнил. Паломничество – это путешествие в Мекку и исполнение ритуалов. И храм, накрывание тела 2 кусками ткани, обход священной Каабы, ходьба и бег между холмами Сафа и Марва. Там мы совершали обряды. Это прикосновение к черному камню. Благодаря Всевышнему мне удалось это сделать, потому что прикоснуться действительно трудно, там много людей. Иногда мы хотим, чтобы не мешать другим, потому что всего 7 кругов делаем вокруг этого Каабы. Поэтому это благословенное событие произошло. Мечеть пророка Мухаммада в Медине – это вторая святыня ислама. Самое почетное место внутри – Рияд Аль-Джанна или Сады Рая. Попасть туда нелегко из-за огромного количества желающих. Но гостей короля удостоили такого счастья. Прием делегации России и СНГ был поистине королевским. Люди, когда приезжают туда, получают ту модель поведения, которую должны нести уже в свои страны, свои села, свои города, свои дома. Именно модель поведения, благочестия, взаимоуважения, добра, взаимные уступки. Все это царило в такой обстановке там. Посетили комплекс по издательству Священного Корана, архитектурный музей 2 святынь и парк Аль-Кур. А здесь производят традиционное покрывало кисва, закрывающее стены Святой Каабы. Его меняют 1 раз в год, длина 41 метр. Украшено шитьем из 120 килограммов золота, воспроизводящим аят Корана. В насыщенной программе и множество встреч на самом высшем уровне. С имамами мечетей, министром религиозных дел Саудовской Аравии. Говорили о единстве не только мусульман, но и людей всех вероисповеданий. А еще о противодействии экстремизму и терроризму, которые противоречат канонам ислама. Ольга Коняева, телеканал Юрган.